Я считаю, что это самое сложное министерство, исходя из того, что оно касается, во-первых, 100% населения, во-вторых, она занимается жизнеобеспечением людей. У нас нету ни одной задачи не экстренной, просто ее не существует. Меня пригласил глава на эту должность, он мне поставил задачи, чтобы была вода, чтобы было светло, тепло и уютно. Вот это мои цели, и я к этому приду всеми доступными мне методами, всеми, уверяю вас. Очень много проблем люди создают сами, просто сами. Возьмем водоснабжение. У нас уходит свыше 1 куба на человека, свыше 1000 литров. То есть мы норму превышаем в 4-5 раз. Зимой мы не закрываем краны во дворах, на улице, да, которые находятся, чтобы вода не замерзала. Ну это же ненормально. Кран надо просто утеплить и все, и закрыть его. Так никакой воды просто не напасешься. Зимой мы краны держим открытым, чтобы не замерзло. Летом во дворе, чтобы было прохладно, поливать, да, арбуз под кран. И на целый день положить и забыть. Надо добиться того, чтобы хотя бы до разумных параметров снизить расход воды. Ну так нельзя. Сейчас мы думаем над этой формой контроля над этими ТСЖ. Ведь там тоже, ни для кого не секрет, что есть определенные домоуправления, да, где занимаются просто чисто сбором денег. Палец о палец не бьют. Надо обойти все до единого дома. Сделать на каждый дом дефектные акты, да? И вручить их управляющим компаниям. И, я условно говорю, этому я буду потом определять, и дать им срок по этим дефектным актам приобрести материал. По окончанию отопительного сезона, да, дать им срок, допустим, месяц-два, да, на устранение вот этих замечаний по дефектным актам. Я думаю, ситуация намного улучшится, потому что если управляющая компания почувствует, что у него отзовут лицензию на обслуживание, да, он это с такой скоростью будет делать, с такой скоростью, вы даже не представляете. А я буду отзывать лицензии всеми доступными мне методами. Я останавливаться не собираюсь. Скажем так, своих людей у меня практически нету здесь, в министерстве. Я никого из своих, как вы говорите, да, никого не привел. Одного зама я давно приглядел, Купееву Таиру Николаевну, вы ее наверняка знаете, да. Я давно за ней наблюдаю, она очень грамотный и мощный специалист. Из сферы ЖКХ я с администрации пригласил парня. Хороший, грамотный, умный, амбициозный парень. Вот в таком ракурсе. И усилили МИРГУП, мы взяли там хороших специалистов. Сейчас претензионная работа. То есть планомерно везде работа идет вперед. Если бы не было критики, да, я бы был бы, наверное, Христосом, что ли, божеством непогрешным. А так не бывает. Где-то я могу и ошибаться, да, где-то неверные решения принимать. Если критика, действительно критика, а не поливание грязью, да, надо быть полным идиотом, чтобы не воспринимать ее нормально, должным образом и не реагировать на нее.